Щека уже горит. Йо-йо-йо, я читинский МС Аршава. Как неохота на первую пару, вставать рано утром такая запара. Юлька всех будет, никто не встает. Юлька в итоге одна все ж идет. Приходишь ты с пара, обычно голодный, смотришь на чайник, вечно холод. Рискаешь в тумбе, поисках хлеба, грустно мечтаешь, чтоб хавка сыпалась снег. В итоге пьешь чай, тут недельной заварки, на дне кружки плавает одинокий самовар. Пьешь сухари, поливаешь сгущенкой, потом аппетитные рожки с тушенкой. Сытый, довольный, валишься спать, и на уроке тебе наплевать. Только все делать дизайн и изучение, а у меня другое развлечение. Походить по общаге в трусах, и вдруг вспомнить Тараненко капусту в усах. Сходить на первый, посмотреть, кто охранник, Сережа, Костя или Виталик. Один улыбнется, скажет привет, а третий ничего не скажет в ответ. Иногда приобнимет, схватит за жопу и в страстях предложить мне уехать в Европу. Вы не думайте, что он реально предложил уехать в Европу, просто я не могла придумать рифму к слову жопу. Попадешь в свою хату, зайдешь в туалет, иной раз очередь ждешь примерно 100 лет, и вот открываешь туалетные двери, смотришь в очко и глазам не веришь. Никто не смывал, засорили очко, справляешь нужду ты все же молчком. Вечерком идешь руки и голову мыть, но горячей воды может и не быть, и в раковину ноги можешь засунуть, можешь в сковородку что-нибудь плюнуть. Если захочешь, сходишь ты в гости, комбохи к Белику, к охраннику Кости. Посидишь, почирикаешь, проблемы расскажешь, выйдешь из комнаты, да не помашь. Пойдешь в свою комнату, там моя сестренка, разуцветный халатик, народки юбчонки, красит, пишет, читаешь, что-то делает, потом вечерком по коридорам бегаем, качаем пресс, измеряем форму тела, до других вещей нам нет никакого дела. Создаем фильмы порнографического содержания, съемки фотосессии остаются без внимания. Спасибо за внимание, это была МС Арша.